Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей Хаберлер. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашей программе. Форум действий «Крым» в Ялте. Депутат Госдумы Руслан Бальбек встретился с представителями крымско-татарской интеллигенции в Крымском инженерно-педагогическом университете. Дальнейшая судьба реки Кокойска. Юбилейная выставка заслуженного художника Крыма. Вчера в Ялте стартовал форум действий «Крым», организованный Общероссийским народным фронтом. В двухдневном мероприятии принимают участие более 350 человек. Активисты Народного фронта, федеральные и региональные эксперты ОНФ, а также представители законодательной и исполнительной власти различных уровней. В первый день форума действий «Крым» основными темами дискуссий стали вопросы энергетики, развития агропромышленного комплекса региона, острые проблемы и пути их решения в области ЖКХ, экологии, транспортной отрасли, образования и культуры. В форуме принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин. Результаты двухдневной дискуссии будут представлены на пленарном заседании. Конечно, в первую очередь мы должны сосредоточиться на самых чувствительных для граждан вопросах. На модернизации социальной инфраструктуры, обновлении транспортной сферы, создании новых рабочих мест. При этом необходимо грамотно распределять финансовые ресурсы, добиваться того, чтобы вложенные средства давали максимальную отдачу. Кроме того, крайне важно слышать мнение людей, понимать, какие вопросы их больше всего волнуют, получать так называемую обратную связь. Без этого меры по развитию региона не будут в полной мере эффективными. Я очень надеюсь, что активисты ОНФ, Общероссийского народного фронта, продолжат свою работу по мониторингу и анализу наиболее острых проблем, волнующих крымчан. Депутат Государственной Думы Руслан Бальбек встретился с представителями крымско-татарской интеллигенции в Крымском инженерно-педагогическом университете. В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы, касающиеся обустройства крымско-татарского народа. Подробнее расскажет наш корреспондент София Шукурова. Под поздравительную речь ректора Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубова интеллигенция встретила депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. Первый крымский татарин через 100 лет депутат Государственной Думы России. Давайте мы его сначала построим аплодисментами, а потом музыкой. В ходе встречи Февзи Якубов рассказал, что университет чувствует поддержку депутата Государственной Думы Руслана Бальбека. На развитие вуза выделено 332 миллиона рублей. Помимо этого, начато строительство Центра полиэтнической культуры молодежи, что позволит достойно представлять университет. Пройдет еще года 2-3, и наш университет будет достойным университетом в университетском ряду России, а может быть и мира. Мы будем себя чувствовать нормальными, достойными гражданами России. Несколько раз говорю, нет страны самостоятельной, у кого не бывает университета. Нет выжившего народа, у которого нет своего университета. И Руслан Исмаилович сегодня для нас сделал вот это огромное дело. У всех присутствующих была возможность задать вопрос депутату. Общение проходило в формате диалога «Вопрос-ответ». Актуальными вопросами стали и статус школы 4 президентов, возвращение топонимики, ускоренное получение справок о реабилитации, исследование и сохранение крымско-татарского языка, а также предоставление помещения Крымско-татарскому музею культурно-исторического наследия. Решение о переименовании Белогорска в Карасу-Базар, я уверяю вас, Белогорск и другие десятки городов против не будут. А мы вернем Карасу-Базар. Когда сверху придет сюда, все возьмут под козырек. Я готов вам историческую справку написать и все. Но надо просто делать. Сегодня вы порадовали нас информацией о том, что школа, которая строилась, школа 4 президентов, она все-таки будет передана на баланс нашего университета и будет иметь статус школы с крымско-татарским языком обучения. Мы очень надеемся на позитивное, на положительное решение этого вопроса. Руслан Бальбек рассказал о работе в Государственной Думе. Также отметил, что по всем вышеперечисленным вопросам с его стороны готовятся законопроекты. Был инициатором такой вот площадки, которая позволит нам
не допустить вот таких вот перекосов, которые связаны с тем, что какие-то следственные мероприятия или определенные профилактические воспринимаются как враждебные по отношению к целому народу или какой-то там группе населения. Чтобы вот этого не было, чтобы для населения полуострова, чтобы для крымчан, для крымских татар все действия власти были понятными, вот создана такая рабочая группа. В своем выступлении он также подчеркнул, что ректор Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Якубов и муфти мусульман Крыма и Севастополя Эмир Али Аблаев проявили мужество ради единения и будущего крымско-татарского народа. Большие надежды у крымско-татарского народа, в целом у всех крымчан, которые направлены как общественный запрос к представителям научной среды. Поэтому считаю, что сегодня прошла такая вот живая, продуктивная дискуссия. Были обозначены вопросы, которые важны. Будем работать. Было обозначено и пришли к общему мнению, что работа коллективная приносит гораздо больше плодов и быстрее придем к результату. Я считаю, что все эти посылы направлены в первую очередь на то, чтобы сохранить идентичность крымских татар, определить достойное место среди всех народов. Вот, и уверен, за наукой как раз-таки мы быстрее придем к тем результатам, которые так долго шли. По результатам беседы собравшаяся интеллигенция включила депутатов в попечительский состав университета. По окончанию встречи сотрудники университета вручили Руслану Бальбеку памятный подарок – халпах – национальный головной убор крымских татар. Такие встречи депутата с общественностью будут проходить каждую третью неделю месяца. София Шукурова, Дамир Якубов, телеканал Миллет. Строители Крымского моста перевыполнили годовой план по количеству возведенных опор. Строители уже возвели 153 опоры и погрузили более 3000 свай для транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ФКУ Упордор-Тамань. Сборка пролетных строений ведется на всех сухопутных участках автодорожного моста и на 2 сухопутных участках железнодорожного моста. В работах задействовано более 80 строительных кранов разной грузоподъемности. В строительно-монтажных работах участвуют более 3500 человек. По состоянию 26 октября заказчик принял выполненные по госконтракту работы на сумму более 35 миллиардов рублей. Сегодня в Симферополе обсуждали тему народной дипломатии, развития взаимопонимания в формате видеомоста «Симферополь-Москва». В ней прибывшая в Крым делегация немецких политиков, общественных деятелей и бизнесменов рассказывали о цели визита, программе встречи, впечатлениях о полуострове. Подробнее в сюжете. Уже на протяжении 4 дней в Крыму прибывают немецкие политики, бизнесмены и общественные деятели. В рамках реализации проекта народной дипломатии гражданам Европы «Истина о Крыме» представители Германии посетили некоторые города и районы полуострова, а также встретились с главой крымского парламента Владимиром Константиновым и депутатом Государственной Думы Российской Федерации Русланом Бальбеком. Сегодня на пресс-конференции депутат региона Оснобрюк Андреас Маурер отметил, что в ходе визита делегация пообщалась с многими жителями Крыма, в частности, с крымскими татарами. От первого лица представителей крымских татар, который избран депутатом в Государственную Думу, он нам осветил, и членам нашей делегации осветил ситуацию. Вы знаете, вот эта открытая дискуссия, простая такая дискуссия, да, нам показывает, что крымские татары живут дома в Крыму. Это я чувствую, просто я желаю, чтобы средства массовой информации Запада приезжали сюда, посещали такие праздники, как организовывают немцы Крыма, где живут крымские татары, армяне, грузины, и общались здесь, и получали настоящую информацию, а потом дома писали. Предприниматель из Норвегии, этнический немец Хенрик Вебер, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что в Крым приехал для формирования мнения о происходящем на полуострове, а также чтобы наладить пути вложения инвестиций. Существует 2 причины, почему я поехал в Крым. Первая причина, чтобы узнать, можно будет ли здесь куда-нибудь инвестировать деньги. Я занимаюсь строительством и уже увидел несколько возможностей, чем здесь можно заниматься, но конкретных планов пока нет. В свою очередь, председатель региональной немецкой национальной культурной автономии Республики Крым, заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель рассказал, что для республики подобные визиты очень полезны. Хотелось бы сказать, что, наверное,
важным событием для этнических немцев, в том числе и приезд творческого коллектива российских немцев из Баварии. Потому что мы сегодня придаем особое значение в рамках указа президента Российской Федерации о стратегии внутренней национальной политики связям с отечественниками за рубежом. Делегация из Германии пробудет в Крыму до 29 октября. У гостей будет возможность посетить достопримечательности полуострова и пообщаться с крымчанами. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». В поселке Куйбышево Бахчисарайского района обсудили дальнейшую судьбу реки Кокойска. Напомним, что 2 года назад был разработан проект по строительству водохранилища для водоснабжения Севастополя. Этот проект подразумевал переброску стока из реки Кокойска. Такое решение беспокоило не только жителей, но и крымских экологов. Какое решение было принято и прислушались ли власти к голосу жителей Бахчисарайского района? Все ответы в следующем сюжете. В Дом культуры пришли местные жители, чтобы отстоять свою позицию, а именно сохранить реку. Зал был полон. Действительно, этот вопрос волнует всех жителей района. Высказаться дали всем. В основном мнение такое. Строительство Соколинского водохранилища нанесет непоправимый ущерб всему району. Больше всего людей пугает загрязнение воды и повышение ее температуры. А по логике это может привести к ухудшению здоровья человека. Оползням, затоплению леса, что в свою очередь послужит вымиранию редких видов животных. Как задекларировано, планируется отбирать не полностью весь сток реки Кокоска, а всего лишь его часть. То есть так называемые паводковые воды. Если лишить реку Кокоска паводковых вод, она теряет возможность самоочищения. То есть она теряет возможность избавляться от органики, от заиливания, от твердых стоков. И как следствие, поскольку река, она питает также поверхностные грунтовые воды, значит, и вода в колодцах у местных жителей, как следствие, будет портиться, начнутся необратимые бактериологические процессы. Это наше сокровище, которое также нельзя подвергать на убийство. То есть, конечно, в первую очередь надо думать о людях, о том, чтобы регион был пригодный для жизни и будущих поколений. Но также надо не забывать и о самой природе, которая является нашим достоянием, и нельзя ее обижать. Надо принимать правильные решения. Ученые Крымского федерального университета тоже на встрече. Они даже написали письмо с причинами, по которым строить водохранилище категорически нельзя. Карстовые области, карстующиеся породы. Здесь несовпадение поверхностного подземного стока. Если вы внедритесь, вы нарушите в эту сферу, вы нарушите перетоки, вы нарушите области питания, области транзита, области аккумуляции, трещинных вод. Это раз. Во-вторых, если вы углубитесь, то зеркало воды, чаша воды будет просто уходить. Третье, она будет заполняться терригенными осадками, которые нужно будет добывать из водохранилища, защищать. Здесь горная местность. Самое главное, оползневая активность. Вы нарушите склоны. Активизация оползней неизбежна. Затем, сейсмическое превращение, это будет обязательно, потому что вы будете подрезать склоны. Это из детских учебников по экологии известно. Подрезка склонов приведет к эрозии. На встречу пригласили и заказчиков проекта. Отмечают, в настоящее время объект пока находится на стадии разработки. Проектировщик только-только подошел к изучению возможности строительства, то есть немножко идет опережение событий. То есть проектировщик только-только отрабатывает вообще возможности. То есть у него даже изначально задание не было технико-экономического обоснования. Да, как правильно говорят, люди кто-то включил в свое время этот объект, и мы пошли. Мы поступили по-другому. Мы попросили проектировщика не идти сразу же там строить что-то или делать, а изучить ситуацию. Вот он еще на самом деле находится на стадии изучения. Поддерживает мнение о невозможности реализации проекта и глава администрации Бахчисарайского района. Администрация Бахчисарайского района категорически против этого проекта. Вы прямо людям не ответили, что с разрешения вы делаете или без разрешения. Вы даже не соизволили ни разу, проектировщики, появиться в администрации и обсуждать этот вопрос, ссылаясь на какого-то архитектора. Глава республики держит четкую позицию. Без согласия жителей никаких строительных действий производиться не будет. Об этом он и заявил на встрече с заместителем председателя Совета министров республики Олегом Казуриным. Ни один вариант, который ущемляет права местных жителей, либо нарушает нашу экологическую безопасность на территории республики Крым, принят не будет. И мной поддержан не будет. То есть
только после проведения, если таковые, то есть как бы состоятся, и будут какие-то другие варианты, после проведения и одобрения общественности, раз после одобрения экологов, могут быть какие-то сформированы позиции. До этого я категорически буду против и ни одного документа не подпишу. По мнению вице-премьера Дмитрия Полонского, для водоснабжения Севастополя необходимо найти другие варианты. Первоочередная задача – сохранить природу полуострова и здоровье жителей. Без согласия и без согласования с общественностью, с властями республики, с местными властями этого делать категорически нельзя и не позволено. Поэтому в этом плане очень жесткую позицию и четкую занял глава Республики Крым. Примем только то решение, которое будет соответствовать интересам жителей местных, жителей Республики Крым, жителей Севастополя и не нанесет и не будет нести угрозу экологической безопасности Республики Крым. Надо понимать, что мы с вами находимся не просто на территории Бахчисарайского района, мы находимся на территории жемчужины этого Бахчисарайского района. Здесь уникальные горы, уникальные леса, уникальная система сбора воды, уникальная система рек, которые здесь сложились. И так вот просто разрушать эту систему, потому что когда-то кто-то в попыхах внес в федеральную целевую программу этот пункт, категорически нельзя. По итогам встречи властей с местными жителями принята резолюция о невозможности строительства Соколинского водохранилища, потому что этот проект несет реальную угрозу экологии полуострова и здоровью крымчан. Нариман Тарсинова, телеканал «Миллет». Сотрудники Министерства транспорта Республики Крым с рабочим визитом посетило село Болотное Джанкойского района. Был проведен осмотр Джанкойского моста, восстановление которого должно завершиться в декабре текущего года. О ходе строительства расскажет наш корреспондент Айша Шулакова. Представители Министерства транспорта и службы автомобильных дорог Крыма прибыли в Джанкойский район для контроля выполнения и качества работ строительства моста между селами Болотное и Заречное. Работы на данном объекте ведутся с соблюдением всех календарных сроков, даже имеем мы некоторое превышение их. Временно исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Республики Крым Игорь Кравченко сообщил, строительство идет согласно плану. Никаких проблем в ходе работы нет. Он добавил также, что бюджет объекта составил 85 миллионов рублей. Без учета сэкономленных средств, которые выйдут из экспертиз, с учетом изменения конструктива в рамках 10%, это изменилась конструкция железобетона на сталь железобетон, что ускоряет сроки производства работ, нисколько не уменьшает качество моста. Стоит отметить, что 18 августа текущего года между службой автодорог Республики Крым и акционерным обществом «Мосты Республики Татарстан» был заключен государственный контракт на демонтаж старого и строительство нового моста на реке Победная. На данный момент установлено металлическое пролетное строение, опалубка, произведено устройство армирования монолитной плиты проезжей части. Начальник участка акционерного общества «Мосты Республики Татарстан» рассказал о технических характеристиках моста. Пролетное строение сталелезобетонное, на котором будут два тротуара, один по 0,75 метров, второй 1,5-метровый, габарит 10 метров. Сам пролет составляет 33 метра длиной, полная длина моста 39,2 метра. Вся протяженность, включая мост, будет порядком 176 метров. Напомним, что мост обрушился еще год назад на автомобильной дороге между селами Болотное и Заречное Джанкойского района. Он соединял села с Джанкоем. В результате 7 поселений оказались в изоляции от райцентра. Местные жители рады началу строительства нового моста. Они с нетерпением ждут завершения проекта. Люди радуются, люди приезжают, даже приходят сюда посмотреть на этот мост, как на экскурсию. И говорят, ну хорошо, молодцы ребята. Население очень довольно, очень дружелюбно к ним относится. В общем, все очень довольны. По словам Игоря Кравченко, по Крыму ведутся работы по содержанию и осмотру других искусственных сооружений в целом. К следующему году будет ясна вся картина по полуострову. Ситуация с другим аварийным мостом на реке Победная также взята под контроль. Действия уже предприняты, даны все письменные указания в целом, чтобы осмотреть, дать оценку состояния, в каком состоянии, чтобы зарезервировать бюджетные средства, чтобы запроектировать, что с ним можно сделать, проводить какого плана аварийной работы, какой сложности, либо также перекрывать движение и также заново его делать, или сносить, новый мост сделать. То есть действия ведут, в кратчайшие сроки уже будут результаты. По словам местных жителей, после окончания строительства они устроят настоящий праздник. Мост планируют ввести в эксплуатацию 5 декабря этого года. Айша Шулакова, Эдем Исмаилов, телеканал «Миллет».
Переходим к новостям культуры. Образцовый ансамбль крымско-татарского танца «Несиль» готовится к участию в межрегиональном фестивале национальных культур. Ансамбль осуществляет свою деятельность на территории Дома культуры села Лекарственное Симферопольского района. Коллектив принимает участие во всех районных и республиканских концертах. Ни один праздник не обходился без их участия. Подробнее о деятельности ансамбля смотрите в нашем сюжете. Ансамблю «Несиль» уже 21 год, а звание образцового получил 16 лет назад. В основную группу ансамбля входит 60 артистов. Кроме основной, есть младшая группа. В нее входит 20 детей и дополнительная «Йылдыз Чуклар», в которой занимаются дети возрастом от 3 до 6 лет. Ребята с малых лет приобщаются к высокому искусству, которое облагораживает ребенка. По словам участников старшей группы, в ансамбле царит семейная атмосфера, ведь для них открыто широкое поле деятельности. В этом коллективе я занимаюсь 3 года, и мне здесь очень многое дали. Я вообще танцами занимаюсь с самого детства, с 5 лет, но именно то, что я сейчас умею, мне дали именно в этом коллективе за эти 3 года. Я горжусь тем, что мы подтвердили звание образцового ансамбля крымско-татарского танца. Мы ездим на различные мероприятия, фестивали в Родниковое, в Гвардейское, также Курбан-Байрам, Дервиза, Хыдырлес. Все эти мероприятия мы посещаем. Ансамбль делает успехи не только на нашем полуострове, но и принимает участие в различных фестивалях за его пределами. Месяц назад «Несиль» пригласили на Всероссийский форум «Наследники традиций». Мы там были 21 день. Конечно, мы получили колоссальный опыт, потому что там это действительно международный уровень, где можно чему научиться и вырасти. Вырасти для себя и коллективу вырасти. Руководитель ансамбля также поделилась ближайшими планами деятельности коллектива. Сейчас собираемся в Ростов с 31 числа по 3 будет фестиваль, межрегиональный фестиваль национальных культур. И фестиваль называется «Народов Дона. Дружная семья», где мы будем представлять наши крымско-татарские танцы. Юные артисты с нетерпением ждут поездки в Ростов. Они надеются на то, что вернутся в Крым с призовыми местами и позитивными эмоциями. Фадиме Сейтмамут, Султания Меджид, Умер Мустафаев, телеканал «Миллет». В Симферополе состоялась юбилейная выставка заслуженного художника Крыма Ирфана Нафиева. Экспозиция приурочена к 65-летию живописца. Поздравить мастера кисти пришли друзья, коллеги и наша съемочная группа. Задолго до начала персональной выставки заслуженного художника Крыма в выставочном зале Дома художника собралось много гостей. Студенты, преподаватели Крымского инженерно-педагогического университета и коллеги пришли поздравить Ирфана Нафиева. Одним из первых свои поздравления живописцу высказал заместитель министра культуры Республики Крым Исмет Заатов. Представитель главы муниципального образования Симферопольского района Михаил Макеев присоединился к поздравлениям. Ректор Крымского инженерно-педагогического университета Фивзи Якубов в свою очередь подчеркнул, что Ирфан Нафиев необычный художник. Каждая его работа несет глубокий смысл. Сюжеты большинства произведений тесно связаны с Крымом. Все его работы показывают, собственно, его характер. Вы посмотрите, все его работы такие мягкие, все тени очень мягкие. Понимаете, они как бы притягивают к себе своей такой бархатистостью. Вот и характер у него такой. Он великолепный педагог, великолепный человек. Заслуженная артистка Крыма Урьяния Кинжакаева сыграла на пианино и исполнила произведения «Гимн любви» и «Сағындым сені анам». После всех поздравлений Ирфан Нафиев продемонстрировал гостям свое мастерство. Выставка под названием «Путь из прошлого в будущее» произвела хорошее впечатление на гостей своим профессионализмом, поэтичностью и внутренней чистотой. Во-первых, когда художник рисует, он вкладывает все мотивы своего сердца. И мне кажется, любая картина, если философски на нее посмотреть и поразмыслить, она отражает нашу жизнь, нашу действительность, наши мечты и наши надежды. Член Союза художников России Ирфан Нафиев выразил благодарность всем присутствующим и рассказал о своих работах. Ранние работы, они в основном посвящены теме депортации крымско-татарского народа, возвращения крымско-татарского народа. И другие работы посвящены нашему любимому Крыму. Крым можно день и ночь писать. Это очень интересные уголки в Крыму у нас. Вот. А последние работы – это работы, созданные во время симпозиума, которые проходили
в Татарстане. Сабрия Халиляева, Ибраим Ганиев, телеканал «Миллет». В Симферополе вручную создана эксклюзивная модель грузового автомобиля, которую собирали 2,5 года под руководством Рустема Немитулаева. Чтобы рассмотреть грузовик детально, потребуется не 1 час. Увидела результат кропотливой работы наш корреспондент Диляра Шевкетова. Дизайн единственной в мире точной копии автомобиля шведского производителя в масштабе 1:14 разработал моделист-конструктор Рустем Немитулаев. В мире моделирования машина признана на лучшей. Процесс сборки грузовика длился 2,5 года. Помогали ему в этом специалисты по электронике, художественным и малярным работам и мастер по обшивке салона. Это радиоуправляемая модель. Тут полноценное шасси у машины. Все движение автомобиля проходит за счет электродвигателя. И трехступенчатой коробки передач, полноценные мосты с раздатками, с шестернями, то есть с карданом, с распорядительным валом. То есть вот такая у нас получается модель. Модель может разогнаться до 30 км в час. Грузовой автомобиль сделан полностью в деталях, как настоящий. Здесь есть панель управления, подсветка салона и машины, которые можно производить как вручную, так и с пульта управления. Аварийные огни, мигалки на крыше, ближнее и дальнее освещение. Двери все открываются. Кожаный салон ручной работы. Внутри установлено музыкальное оборудование и телевизор. А также на грузовике работает разгрузка ленивого моста. У него есть автоматическая сцепка. Если мы вот так делаю, видите, он раз отцепился. И на машине, видите, выполнена аэрография, тут нет никаких наклеек. То есть это серьезная художественная работа. В гараже разместилась целая авторемонтная мастерская, где хранятся сотни деталей. Здесь Рустембей трудится долгими вечерами. Работа практически ювелирная, ведь она начинается на основе конструктора, а все остальное делается своими руками. У него шасси, рессоры, амортизаторы, видите, мост полноценный, кардан, коробка трехступенчатая. Интерес Рустема Немитулаева к моделированию машин возник еще в детстве, а вдохновил его отец, который в прошлом был дальнобойщиком и брал сына в длительные командировки. Рустемчик с 2-3 лет уже ездил в моей машине, в спальном салоне жил и познавал азы труда водителя. И какой бы магазин, какой бы город мы ни приезжали, будь это на Урале, будь это Прибалтике, будь это в Беларуси, Ленинграде, везде мы скупляли машинки, которые он потом, сидя дома, полностью разбирал и собирал. Там будки ставил, обтекатели, переделывал. И это у него от рождения. И на сегодняшний день те труды, которые он делает, я наблюдаю со стороны, горжусь этим. Когда было ему 10-11 лет, бывали случаи, я сплю в салоне, он за рулем, 25-30 тонн груза. Останавливали гаишники, искали, где же водитель, которого не видно было. Это уже 5-я машина в коллекции Рустембея. Кроме этой, изобретатель создавал и другие модели американских грузовых автомобилей. Мастер не собирается останавливаться на достигнутом, и теперь он планирует сбор более усовершенствованной модели. У нас сейчас основная задача повторить имитацию подъема кабины, как на настоящей. Кабину поднял, там будет полная детализация мотора. То есть вы представьте, в масштабе 1:14 сделать детальки, похожие на настоящий мотор. То есть там будет открываться капот, кабина будет стоять на пневмоподушках, то есть она будет работать как на настоящей машине. И все шаблоны мы на сегодняшний день приняли решение, все чертежи, все шаблоны сохранять. Хобби для взрослых. Так называет свое увлечение моделист-конструктор. И надеется, что в будущем оно станет стимулом к созданию производства таких машин в Симферополе. Диляра Шевкетова, Асан Зивадинов, телеканал «Миллет». На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Асан Библаев. Оставайтесь с телеканалом «Миллет». До новых встреч в эфире.